Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В 20 районах региона и в Якутске действует 40 заготовительных организаций по приему сырого молока. В этом году должны были заготовить 64 тысячи тонн молока, что на 2 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Справляются ли хозяйства с планом? Поговорим об этом и не только. Гость в студии Николай Петимко, руководитель департамента животноводства, племенного отдела, кооперации и фермерства Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот удалось ли животноводам справиться с поставленным планом по заготовке молока? Ну, тут я начну с того, что план заготовки молока был в течение года все-таки скорректирован. Скорректированный план по заготовке молока составляет практически 62 тысячи тонн, что в принципе будет на уровне прошлого года. На сегодня заготовлено 59 с лишним тысяч тонн молока, что составляет 96,47%. Понятно, что время еще есть, и хочется выразить надежду, что все плановые показатели будут выполнены. Но следует отметить, что по сравнению с прошлым годом все-таки в районе 2% отставания у нас имеется. Но с учетом того, что на заготовку молока в этом году было направлено более 3,5 миллиардов рублей, я думаю, наш долг выполнить поставленные задачи. Вот еще до направления заготовки очень волнует якутян — это мясная продукция. Удалось ли увеличить заготовку мяса в нашем регионе? Ну, механизм заготовки мяса – это относительно новое направление. Если по заготовке молока у нас вся система устоявшаяся, то по мясу приходится решать по ходу дела много возникающих вопросов. По заготовке говядины плановый объем заготовки у нас составлял 700 тонн, и на начало декабря заготовлены 450 тонн или 64,4%. План же по заготовке конины и жеребятины составляет 200 с лишним тонн. На начало декабря заготовлено 75,5 тонн или чуть менее 40%. Уже понятно из цифр, что к этому механизму есть определенные вопросы. Вопросы к его эффективности, и очевидно, что по итогам года мы будем проводить анализ и действующий механизм будем каким-то образом пересматривать или полностью переформатировать. Но следует также отметить, что общий объем производства мяса плановый в 37 тысяч тонн, я думаю, по республике мы выполним. Ну вот как проходит зимовка скота и лошадей? Ну, в части зимовки скота и лошадей и сегодня, и в ряде предыдущих эфиров я говорил, что мы вступаем с определенной уверенностью, потому что план по кормозаготовке в этом году выполнен, местами даже перевыполнен. Если остановиться на цифрах, то на конец месяца в республике по голове крупного рогатого скота составляет 202 тысячи голов, в том числе коров 74 619, что на 2-1,5% все-таки ниже, чем прошлого года, но тенденция идет к тому, что если по итогам полугодия это отставание было более 5%, то теперь мы потихонечку наши показатели предыдущие настигаем. Что касается лошадей, 229 тысяч голов лошадей у нас сегодня в зимовке, и это практически на 2% больше, чем за предыдущий период. Ну вот те цифры, которые вы обозначены, да, мы можем отметить, что план еще ни по каким показателям не выполнен и не перевыполнен. Да? Но вот какие основные проблемы есть вот на сегодняшний день в животноводческой отрасли? Ну, сейчас уже зима, все вы видите, что творится у нас за окном. Работают у нас с начала октября оперативный штаб по зимовке скота и лошадей. Раз в 2 недели мы связываемся с муниципальными образованиями, с руководителями крупных предприятий, обсуждаем вопросы. Если в прошлые годы традиционно в этот период возникали в районах вопросы, что вот у нас там-то нету кормов, то с учетом того, что в этом году с кормами вопрос более-менее уладили, таких вопросов не возникает. Конечно, есть масса житейских текущих проблем, но что-то такого из ряда вон выходящего сейчас отметить я, наверное, не смогу. Единственное, что в северных и арктических улусах заметно активизировалась деятельность хищников. За эту зимовку мы уже зафиксировали непроизведенный отход 250 голов
сельхозживотных, в том числе 67 голов крупного рогатого скота и 185 голов лошадей. Больше всего сигналов поступает сегодня из Среднеколымского улуса. Но это вопрос системный, отрабатывать его предстоит совместно с Министерством природы и экологии, поэтому тут целый комплекс работ предстоит сделать. Мгм. Ну вот, что говорят цифры, какова динамика, да, вот поголовье скота и лошадей, вот, продуктивности кормов в последние годы? Ну, если по поголовью на основных цифрах мы, в принципе, уже прошлись по основным показателям. Осталось у нас пока без внимания, ну, то, чего мы не упомянули, поголовье северных домашних оленей. Это сейчас 177 тысяч голов, практически на 1,5% больше, чем в прошлом году. По валовому надою молока по итогам 10 месяцев надоено 139 тысяч тонн молока. Это где-то на 0,5% больше, чем в прошлом году, что опять же дает нам надежду на то, что заготовительные работы у нас все-таки подтянутся. Произведено 6,4 тонны мяса, это 88% к прошлому году. Понятно, что холода у нас настали чуть с опозданием, поэтому по мясу, о мясе мы будем судить по итогам года действительно. Ну и будет неполным, если я не упомяну про яйцо, 146 миллионов штук яиц произведено, это 113% к прошлому году. Мгм. Ну вот, в целом, да, что касается планов по заготовке молока, мяса, вот как они формируются, исходя из чего? Планы формируются прежде всего исходя из возможностей перерабатывающих предприятий. Нельзя устанавливать планы там, где не существует инфраструктуры. Нельзя устанавливать планы там, где перерабатывающие организации так или иначе не готовы, потому что все вопросы заготовки и молока, и мяса должны идти в рамках определенных нормативно-правовых актов и требований. Поэтому в свое время и родился та мера государственной поддержки, так называемая субсидия на голову. Она прежде всего призвана оказать государственную поддержку там, где по тем или иным причинам заготовительная, скажем так, деятельность не сложилась в свое время. Мгм, мгм. Ну вот, кстати, о субсидиях. Как они вообще влияют у нас на сельское хозяйство? Что вы можете отметить? Помогают ли они нашим сельхозпроизводителям? Безусловно, субсидии оказывают огромное влияние на сельскохозяйственное производство. Все вы знаете, если в прошлом году мы начинали бюджет с, как тогда говорили, беспрецедентной суммы 14,1 миллиардов, то в течение этого года эта сумма у нас выросла с учетом дополнительных мер государственной поддержки до более чем 15,5 миллиардов. 2024 год мы будем стартовать с цифры 14,9. Прежде всего, увеличение здесь произошло благодаря тому, что ставка на молоко увеличилась с 60 до 65, ставка на поддержку скотоводства в ЛПХ с 37 до 39. В северных арктических улусах эта ставка выросла до 45 тысяч. Ну и серьезно пересмотрены подходы в господдержке в растениеводстве. В зерноводстве с 10 до 13 тысяч на гектар, в картофелеводстве с 23 до 35 и в овощеводстве с 34 до 45 тысяч рублей на 1 гектар. Сельское хозяйство у нас стоит сегодня на страже продовольственной безопасности и, разумеется, значение этого словосочетания с каждым годом все больше. Ну, мы видим информацию, да, о том, что в сельское хозяйство будут еще вкладываться средства. А если говорить вот по районам, да, какие районы у нас в сельском хозяйстве развиваются наиболее активно в последние годы? Ну, тут будет неправильно кого-то, наверное, выделять и кого-то чьи-то достижения принижать. Но могу сказать одно, что в последующие годы особое внимание будет уделяться арктическим улусам. Уже сейчас идет разработка так называемой концепции развития сельского хозяйства в арктических улусах. Поставлена задача по внедрению дифференциации ставок государственной поддержки, потому что затраты на сельское хозяйство в Арктике и в центральных улусах — это две разные вещи. Ну и хочется отметить, что и сами улусы сейчас очень активно работают, и некоторые, скажем так, мероприятия
проводят активно за счет муниципальных средств. Ну, плюс в арктических районах, наверное, будут использоваться какие-то инновационные технологии, современные разработки. Да, вот буквально Анабарский улус сейчас у нас, как скажем так, на слуху и на повестке. В Анабарском улусе ведется эксперименты по внедрению модульных теплиц. Сами арктические улусы, ну, уже который год работает программа по поставке в арктические улусы скороспелых животных. В этом году более 3000 кур поставлено, практически 90 тонн комбикормов. И по итогам 10 месяцев производство того же яйца в 13 арктических улусах с 500 тысяч штук выросло до 1 000 000. То есть в 2 раза. Ну вот если учитывать, да, что населения в Арктике относительно немного, может ли быть такое, что сельское хозяйство в Арктике как на самообеспеченность может перейти, учитывая, что жителей не так много в Арктике? Да, такие задачи есть. Мы должны будем нарастить производство сельскохозяйственной продукции в арктических улусах. Ну, есть амбициозный план на 30%. Ну и вообще Арктика за счет того, что так уж сложилось, не все ресурсы в Арктике в свое время были задействованы. Арктические улусы — это резерв. Один из основных резервов по увеличению производства сельскохозяйственной продукции. Ну вот в следующем году будет увеличена господдержка, да, вот, личных подсобных хозяйств на содержание коров. Вот на какой эффект вы рассчитываете при внедрении данного механизма субсидирования для развития отрасли? Ну, все знают, наверное, что ставка на голову в личных подсобных хозяйствах вызывает некоторые дискуссии. Есть как активные сторонники, и есть также точка зрения, что это только, скажем так, снижает показатели. На самом деле в личных подсобных хозяйствах у нас содержится более 50% поголовья скота. Поэтому не считаться с этой категорией сельхозтоваропроизводителей нельзя. Понятно, что вот эта категория личные подсобные хозяйства подвержена такой естественной убыли. Нет-нет, да поголовье сокращается. И министерством уже много лет ведется работа по тому, чтобы личные подсобные хозяйства постепенно переходили в организованные формы. Сделать это единомоментно, безусловно, нельзя. И эти 39 тысяч, которые со следующего года уже будут поступать туда, это определенным образом сдерживающий фактор, чтобы за этот период у нас не было повального сокращения. Ну и это большая помощь. Она помогает решать те же задачи по борьбе с бедностью. И я знаю многие семьи в Арктике и в других районах, которые считают, что это большое подспорье и большая помощь в решении многих, скажем так, повседневных задач, в которых недостатка нет. Ну, при определенной поддержке, конечно, можно достичь, я думаю, любых целей, даже самых высоко поставленных. Николай Николаевич, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы, ну и выполнения всех поставленных планов. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.